Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В эти дни в Якутии стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие состоится во всех муниципальных районах республики. О том, как будет проходить самое масштабное мероприятие по трудоустройству населения, мы сегодня поговорим с гостьей студии Светланой Горюшинской, председателем Государственного комитета республики по занятости населения. Светлана Валентиновна, добрый день. Добрый день. Вот прежде чем поговорить о предстоящей ярмарке вакансий, какие вопросы в части кадровой политики надо решать в регионе? Ну, безусловно, первоочередной задачей мы, конечно, всегда ставим снижение уровня безработицы. Несмотря на то, что она сейчас находится на историческом минимуме, это 5,7%, но тем не менее нам есть куда стремиться, потому что если мы говорим о регионах Дальнего Востока, то пока она не снижена до того уровня, который бы нам хотелось. Ну и, безусловно, мы должны помнить о кадровом дефиците, да. Мы должны увеличивать занятость нашего населения, и об этом у нас, значит, стоит наш основной показатель стратегического указа нашего главы. При этом нам необходимо забывать, что мы должны сделать акцент на индивидуальный подход как нашим гражданам, да, чтобы они понимали, как реализовать сделать свою карьерную траекторию, и обязательно уделять также индивидуальные подходы к работе с работодателями. В целом рынок труда претерпевает очень серьезные изменения, и, безусловно, мы должны искать наиболее эффективные механизмы, подходы, инновационные методы для того, чтобы он находился в стабильности. А вот отправной точкой изменения рынка труда, наверное, стала пандемия, которая вот как-то все изменила. Безусловно. Вообще, в целом, те вызовы, которые сейчас у нас в стране происходят, начиная с новой коронавирусной инфекции, да, 2020 года, мы уже, конечно, видим изменения, новые формы работы, они уже приобретают свою актуальность, и мы должны быть к этому готовым и, ну, соответственно, думать, как же эти вопросы решать и встроить в наше сегодняшнее общество. Хорошо, а теперь о предстоящем мероприятии. Сколько планируется участников? Это, видимо, организации, которые будут говорить о вакансиях. Где мероприятие пройдет в Якутске и по районам, как оно будет организовано? 12 апреля, уже завтра, мы, значит, проводим региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это самое масштабное мероприятие в году, на котором можно не только устроиться на работу, да, но и пройти профориентационные какие-то тестирования. Очень много мероприятий планируется. Оно пройдет как в городе Якутске, основное мероприятие, так и во всех 35 районах республики. Я не зря сказала про профориентацию, потому что в этом году мы этому уделили особое внимание, и у нас уже в рамках проведения этого мероприятия начались по районам профессиональные туры к работодателям. Уже как школьники, да, ходили, например, в Национальный центр медицины, знакомились с профессией врача, их встречал главный врач Станислав Жирков, и очень интересно для них было, например, показывали, как проводятся УЗИ, как электрокардиограммы, да, и это очень важно для детей, для того, чтобы сделать правильный выбор. Также двери открывают и крупные компании, да, это «Золото Селекдара», они показывают, как работают их лаборатории, какие профессии на сегодня важны. Ну и, надо сказать, наши школьники, безусловно, интересуются в том числе и оплатой труда на таких предприятиях. Удивительно, с таких юных лет. Да. По поводу ярмарки вакансий, ярмарки трудоустройства, да, хочу сказать, что она пройдет в городе Якутске в креативном кластере «Квартал труда». Это очень символично, да, для такого мероприятия. Да. Мы ожидаем на наших площадках более 200 работодателей вообще в целом по республике. В квартале труда будет 100 предприятий. Различные отрасли будут представлены, и здравоохранение, и сельское хозяйство, ну и, конечно, без наших промышленников это мероприятие не пройдет. Если говорить о вакансиях, которые будут представлены в этот день, их будет более 8000, поэтому я думаю, что любой желающий сможет найти для себя
ту самую желанную работу для души. А вот нашел, что заполнил анкету и потом работодатель перезвонил, или как там будет процесс налажен? Чем хороши вообще такие формы, да, диалога, я бы сказала, да, вот эти ярмарки трудоустройства, тем, что уже на месте работодатели проводят консультации с потенциальными кандидатами на работу. Поэтому мы имеем опыт. В прошлом году эта ярмарка проводилась вот такого масштаба впервые, и уже прямо на месте у нас граждане трудоустраивались. Ну, получается, что благодаря ярмарке можно не только найти работу по специальности, но еще и профессию сменить, например, если вот было когда-то такое желание. Как часто бывает, что якутяне меняют какую-то профессию на более привлекательную по каким-то личным характеристикам? Но на самом деле сложно сказать, как часто, потому что именно в этом контексте как бы мы не отслеживаем, потому что в целом у нас конституционное право на труд, оно как бы свободно, да, мы каждый в любом моменте своей жизни мы можем изменить траекторию своей карьеры и реализовать себя абсолютно в другой профессии. Но, тем не менее, трудоустраивается достаточно много граждан, и кто-то может несколько усилить свои компетенции, то есть добавить какой-то профессиональной квалификации и уже перейти на новую работу, более высокооплачиваемую и более комфортными условиями. Тут скажу, опять же, в рамках профессиональных туров, которые сейчас проходят, они проходят не только для школьников. В Ленском районе у нас сейчас профессиональный тур прошел тоже в еще одну промышленную компанию, и было 35 человек, именно состоящих на учете в качестве безработных. 11 человек уже записались на профессиональное обучение. Звучит здорово. Вообще, по-моему, психологи говорят, что раз в 7-9 лет вот какие-то кардинальные изменения у человека в жизни происходят, и профессию обычно меняют так. Ну, я не знаю, это всего лишь такие статистические данные. А вот если говорить не о том, кто ищет работу, а тот, кто работу дает, вот как для них проходит эта ярмарка, насколько это удобный инструмент? Ну, во-первых, про диалог я уже сказала, да, то, что это практически, можно сказать, открытый отбор кандидатов. Они сразу же проводят собеседование, потому что в основном на ярмарках представлены компании как раз-таки специалистами кадровых служб, да, поэтому этот формат, он удобен для них, потому что это можно сделать в моменте. Вот. Я, если можно, еще остановлюсь на такой истории, что именно в этот день в кластере труда у нас пройдет еще и ярмарка учебных мест. И там будут представлены практически все учебные заведения нашего города, и в районах они пройдут также в этом формате, да, и будут представлены очень интересные мастер-классы. Можно прямо вживую, скажем так, да, потрогать, окунуться полностью в определенные профессии, поэтому это будет очень интересно. А там не запутаются школьники и те, кто ищут себе новую работу? Вот где-то вузы представлены, институты, где-то там полицейские с собаками, которые будут рассказывать о работе? Нет, я думаю, что запутаться будет довольно сложно, потому что, во-первых, конечно, там будут волонтеры нам помогать, да, это будут специалисты наших центров занятости, и тем не менее у нас все будет структурировано, во-первых, по отраслям, работодатели будут каждый с табличками, плюс ко всему они представлены обычно всегда своими еще наглядными атрибутами, да, и это будет проходить на 2 площадках. На первом этаже это будет исключительно ярмарка трудоустройства, это будут те работодатели, которые ищут работников на свободные вакансии, и на 4-м этаже это будет ярмарка учебных мест, где как раз-таки будут представлены образовательные учреждения. Ну что ж, становится более-менее понятно. Наверное, больше всего вакансий востребовано по промышленному сектору, да? Ведь неспроста у нас есть даже отдельная региональная программа «Местные кадры в промышленности». Да, промышленность в том числе, но я бы еще отметила все-таки транспорт. Отрасль транспорта также сейчас испытывает серьезную потребность, да, и отрасль здравоохранения. Вот если мы говорим о тех вакансиях, которые представлены у нас на электронно-цифровом портале «Работа в России». По поводу транспорта, да,
Основные, вообще, в принципе, одна из самых востребованных профессий у нас на сегодня, да, в рейтинге вакансий, это как раз-таки профессия водителей. Водители, наверное, городских маршрутов. Безусловно, и они в том числе. Светлана Валентиновна, а регистрироваться-то надо для того, чтобы прийти на ярмарку вакансий, или достаточно просто изъявить желание и явиться завтра в квартал труда? Достаточно просто изъявить желание и явиться в квартал труда завтра. Тем не менее, регистрация у нас начнется с 9 утра. Само мероприятие мы ждем всех желающих в 10 часов, да, будет открытие ярмарки. И работодатели, они, большинство тех, которые хотели участвовать, они желание изъявили, но тем не менее можно все равно обратиться, как бы в центре занятости мы не отказываем никогда и никому. То есть здесь не идет речи о том, что надо перейти на какой-то сайт, кликнуть по ссылке, заполнить анкету заранее, я такой-то, такой-то ищу работу, чтобы потом на месте волонтер встретил и говорит, вот вы у нас есть в списке, пойдемте, пожалуйста, вам к вот такому стенду. Вообще у нас есть QR-коды, это можно сделать и сегодня, да, и эти QR-коды у нас были в наших официальных источниках, да, на сайте gkzn.sakhagov.ru и в нашем телеграм-канале официальном, на нашей странице ВКонтакте, также официальной. Это тоже возможно, и возможно уже заранее направить как бы свою заявку, да, тогда в принципе возможно будет чуть полегче, в том плане уже будет определен круг работодателей, который интересен. Но если человек пришел без этой заявки, он точно так же сможет ответить на те вопросы, с которыми он пришел на ярмарку. А возможно, его еще что-то заинтересует? Конечно, конечно, потому что мы представляем, вот как я сказала, даже профориентационные тестирования, они же не только рассчитаны на школьников, но и на любого человека, даже на пенсионеров, потому что у нас и пенсионеры тоже уже в достаточно зрелом возрасте тоже себя реализуют и находят работу. Это здорово. Это здорово. Светлана Валентиновна, большое спасибо, что пришли к нам. Я думаю, что завтра много кто придет на ярмарку вакансий и много кто найдет себе работу по душе. Мы очень на это надеемся. Всех приглашаем и ждем. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.